за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Дарья Короленкова. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В Якутии введен особый контроль за обеспечением нефтепродуктами. Приоритет в поставках отдан предприятиям жизнеобеспечения. Продолжается масштабное обновление дорожной сети в республике. Новые дороги, мосты и безопасные маршруты появляются как в городах, так и в районах. Поступить на целевые места в Северо-Восточный федеральный университет стало легче. Для удобства подачи документов заработал навигатор целевого обучения. День семьи, любви и верности отметили на главной площади республики. В Якутске в этот день прошли праздничные мероприятия. В историческом парке «Россия. Моя история» торжественно закрыли третьи международные интеллектуальные игры, где Якутия приняла 564 школьника. Обеспечение топливом регионов Северного завоза будет находиться под особым контролем федеральных и региональных властей. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что из-за транспортных и инфраструктурных особенностей отдаленные территории требуют оперативных решений в вопросах топливообеспечения. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство рассматривает возможность закупок нефтепродуктов за рубежом и увеличения объемов производства, в том числе за счет топлива более низких экологических классов. В развитии этой темы Владимир Путин поддержал инициативу по созданию в России сети малых нефтеперерабатывающих заводов. Проект, предложенный губернатором Забайкалья Александром Осиповым, направлен на повышение устойчивости топливного рынка за счет привлечения малого и среднего бизнеса. Президент поручил правительству наладить взаимодействие между крупными нефтяными компаниями и независимыми АЗС, чтобы исключить дефицит ресурса у последних. Контроль за ситуацией на рынке, обеспечением аграриев топливом возложен на вице-премьера Александра Новака и министра транспорта. Особую остроту эти меры приобретают на региональном уровне. В Якутии введен особый контроль за обеспечением нефтепродуктами. Приоритет в поставках отдан предприятиям жизнеобеспечения, экстренным службам и сельхозпроизводителям. По поручению главы республики создан оперативный штаб, который координирует работу по Северному завозу и взаимодействует с федеральными министерствами. Из-за плановых ремонтов на НПС и сокращения отгрузок в регионе введены временные лимиты на АЗС от 20 до 30 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива на одно транспортное средство. А на ряде станций ограничен отпуск топлива в канистры. Со стороны правительства Республики Саха-Якутия продолжается ежедневная работа с федеральными органами. Наша главная задача – это получить те объемы, которые у нас запланированы ежемесячно. Мы работаем с Минэнерго, с Минвостоком. Сегодня присутствовали такие крупные компании, как Роснефть, Газпромнефть. В свою очередь они просили с нас разъяснения. Все эти разъяснения были направлены. Ну и будем ожидать ближайших отгрузок. А вот в Якутии, несмотря на напряженную ситуацию с топливом, паромное сообщение на реке Лени работает в штатном режиме. Руководитель парома Якутии Николай Ефимов сообщил, что угрозы прекращения рейсов нет. Поставка 50 тонн топлива от компании «Туймада-нефть» обеспечит запас на 2 недели. Паром продолжает ходить каждые 30 минут с 5:30 утра до полуночи. Несмотря на двукратный рост закупочных цен на горючее, повышать тарифы для населения пока не планируется. Тем временем руководство республики уделяет внимание не только логистике, но и социальной сфере на местах. Глава Якутии Асан Николаев совершил рабочую поездку в Горный район, где проинспектировал строительство и ремонт ключевых социальных объектов села Бердигистях. В ходе визита руководитель региона встретился с многодетной семьей фермеров для обсуждения мер господдержки сельхозпроизводителей. Также он проверил ход работ по обеспечению квартала Эбе круглогодичным водоснабжением и оценил капитальный ремонт детского сада Сардана.
Своевременно были проведены и закупочные процедуры, подрядчик начал демонтажные и монтажные работы. И на сегодня, в принципе, неплохие показатели по стройготовности. Кроме капитального ремонта, значит, в этих детских садах также предусмотрено оснащение на 4 миллиона рублей. Ну и сроки стоят перед подрядчиком до 1 сентября, чтобы порадовать наших детишек. Мы надеемся, что действительно все работы качественно будут проведены и будут созданы современные хорошие условия для детей. Параллельно с контролем за объектами глава Якутии собрал руководителей улусов, чтобы дать старт главной летней задаче аграриев – кормозаготовки. Прошлый год показал, что результаты растут. Надой молока увеличился на 6%, а заготовка сочных кормов выросла с 8 до 12 тысяч тонн. Но есть куда стремиться. Сейчас их доля всего 11%, тогда как в среднем по Дальнему Востоку 23%. В Чурапчинском улусе запускают пилотный проект «Цифровая агрокарта». По кормозаготовке планы были в основном перевыполнены. Аграрные работы идут по всей республике. Овес, горох и подсолнечник высадили на территории Мирницкого района. Аграрии совхоза «Новый» завершили посевную, засеяв 367 гектаров земли, площадь полусотни городских кварталов. Погодные условия в этом году были непростыми, говорят специалисты. Продолжительные дожди, понижение температуры, а местами снег вынуждали временно приостанавливать работы. Тем временем в Якутии продолжается масштабное обновление дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Новые дороги, мосты и безопасные маршруты появляются как в городах, так и в районах республики. Тем продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году и стал продолжением масштабной модернизации дорожной отрасли. Его главная цель – сделать передвижение жителей безопаснее и комфортнее, улучшить транспортную доступность и повысить качество жизни. Для Якутии, где расстояния между населенными пунктами исчисляются сотнями километров, развитие дорожной инфраструктуры имеет особое значение. Благодаря нашему проекту у нас строится и ремонтируется автомобильные дороги, искусственные сооружения. В целом по республике, получается, у нас в прошлом году мы отремонтировали порядка 100 километров. В текущем году у нас план где-то в районе 80 километров должны построить. Один из крупных объектов текущего года – новая автомобильная дорога к образовательному комплексу «Точка будущего». Она соединит региональную трассу НАМ со школой, жилым кварталом и микрорайоном городского округа Жатай. Общая протяженность участка превышает 2 километра. Строительство разделено на 2 этапа. Первый завершат уже этой осенью, а полностью объект введут в эксплуатацию в 2027 году. Здесь появятся 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием, тротуары, велосипедные дорожки, автобусные остановки и современное наружное освещение. У нас сейчас на стадии устройства бордюрных камней, тротуаров, досыпка земляного полотна на стыковке с автодорогой НАМ. Уже выполнено устройство земляного полотна, получается дополнительного слоя основания и нижний слой покрытия. Развитие дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается по всей республике. Сейчас работы ведутся сразу на 11 объектах, включая автомобильные дороги Анабар, Умнас, Амган, НАМ и другие. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет почти 65 километров. В прошлом году в Якутии ввели в эксплуатацию более 130 километров дорог. Благодаря системной работе растет и качество дорожной сети. Сегодня почти 79% региональных трасс соответствует нормативным требованиям, а в Якутске этот показатель достиг 85%. Все это реальные результаты национального проекта «Инфраструктура для жизни», который делает дороги республики современнее, безопаснее и удобнее для жителей. Лилия Бурцева, Илья Сермятников, Якутск. В свою очередь, для устойчивого развития инфраструктуры важно не только строить, но и грамотно регулировать тарифы. В Якутию прибыла делегация Федеральной антимонопольной службы России и представители научных и образовательных учреждений Москвы. Все они принимали участие в первом семинаре по тарифному регулированию на Дальнем Востоке. Блок выступлений делегатов был посвящен вопросам жилищно-коммунального хозяйства, обращению с ТКО, цифровизации отрасли и контрольно-надзорной деятельности за ресурсоснабжающими предприятиями.
И на вот этой площадке есть возможность обсудить как раз те проблемные вопросы, которые существуют сегодня в механизмах, предложить какие-то изменения, новые механизмы, которые позволят отрасли в будущем, безусловно, развиваться. Задача номер один – найти правильный диалог с коллегами из ФАСа, ну и чтобы коллеги из ресурсоснабжающих организаций могли напрямую задать вот вопросы федеральному регулятору. Экономика и социальная сфера неразрывно связаны с кадровым потенциалом, и здесь важную роль играет образование. Более 7 тысяч участников специальной военной операции уже подали заявление на поступление в российские вузы в рамках текущей приемной кампании. По данным Минобрнауки, абитуриенты поступают по специальной квоте. Лидерами по числу поданных ими заявлений стали Саратовская область, Москва и Ростовская область. Всего в этом году в учебных заведениях страны доступно более 1,5 миллиона бюджетных мест. Для якутских абитуриентов этот процесс стал еще доступнее. Поступить на целевые места в Северо-Восточный федеральный университет стало легче. Для удобства подачи документов заработал навигатор целевого обучения. В нем можно быстро найти подходящее предложение от работодателей, выбрать желаемое направление, форму обучения и перейти к подаче заявки на платформе «Работа в России». В новом учебном году в СВФУ предусмотрено 351 целевое место по программам бакалавриата и специалитета, 340 на очную форму обучения, 11 на заочную. Этот навигатор целевого обучения у нас, он ориентирован для абитуриентов и их родителей, чтобы они быстрее, оперативно и удобнее для них смогли ознакомиться с этими предложениями. Этот сервис помогли создать выгрузка из госкомзанятости, и студенты, которые меня проходили практику, это студенты Чукотского филиала, там и указаны и заказчики, и работодатели, и сколько лет человек должен отработать в том или ином месте после завершения своего обучения по целевому. А вот замыкает картину дня экологическая повестка, требующая не меньшего внимания, чем развитие производства. Госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора провели выездное обследование реки Чульман и зафиксировали загрязнение воды в устье ручья Верхняя Нерюнгри, левого притока реки, сообщает Минэкологии Якутии. Специалисты отобрали пробу воды для лабораторного анализа, чтобы определить степень загрязнения и состав веществ. Установлено, что на акватории ручья хозяйственную деятельность по добыче коксующегося угля открытым способом ведет Якутуголь. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Начинания в области национальной социальной инициативы обсудили во время заседания Совета по реализации. Асет Николаев совместно с советником генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольгой Куриловой рассмотрели реализацию социальной политики в регионе. Особое внимание на заседании уделили вопросам улучшения качества жизни. С прошлого года проводится ее оценка по 4 целевым категориям граждан: ветераны и участники боевых действий, многодетные семьи, люди с ОВЗ, а также молодежь. Конкретные инструменты поддержки уже работают. С начала июня более 17 тысяч заявлений на получение ежегодной семейной выплаты уже получили положительное решение. Всего за первый месяц приема было подано и обработано свыше 58 тысяч заявлений. Прием документов стартовал 1 июня и продлится до 30 сентября. Выплата предоставляется нуждающимся семьям с 2 и более детьми при соблюдении ряда условий, включая требования к уровню дохода, составу имущества, гражданству и отсутствию задолженности по алиментам. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным заявителем НДФЛ и суммой налога, исчисленной по ставке 6% с тех же доходов.
Расчетный период, в отличие от единого пособия, один и тот же. Это с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. То есть мы учитываем все доходы, которые получал гражданин в течение 2025 года. Туда входит заработная плата, пенсия, пособие, вознаграждение, детские пособия, которые гражданин получал в течение 2025 года, и элементы, соответственно. Средний размер составляет 54 259 рублей составляет. Это средний размер ежегодной семейной выплаты гражданам получили. Упрощаются и другие социальные процедуры. 7 июля в силу вступил приказ Минтруда, который почти полностью автоматизирует оформление пенсий. Соцфонд сам запросит данные о стаже и заработке через цифровую платформу. Зачастую хватит только паспорта и СНИЛС. Дополнительные бумаги понадобятся лишь в исключительных случаях. Но забота о людях – это не только цифры и выплаты, но и живые эмоции, что ярко подтвердил День семьи, любви и верности в Якутске. На главной площади республики прошли мастер-классы, концерты, акции и даже необычный парад молодоженов на электросамокатах. 5 пар проехались по площади и главным улицам столицы в легких свадебных костюмах, а также свою любовь к бракам скрепила молодая пара Пахомовых. Сегодня для нас очень важно привлечение внимания молодежи к институту семьи. И мы знаем, что молодые люди, они очень любят наш город. Поэтому мы предложили сегодня молодым парам, то еще раз почувствовать, что впереди есть тот, за кем ты идешь всегда. Этот прекрасный день. Мы стали мужем и женой. Это для нас очень большой момент. Прекрасный день, да? Согласен? Волнуется больше, чем я. Я вот стою, трясусь здесь. У меня вот уже 8-й или 9-й год. Свадебная тема прозвучала и на федеральном уровне. В Москве завершился 3-й фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Кульминацией стал масштабный хоровод «Свадьба», где приняли участие молодожены и творческие коллективы из разных уголков страны. Масштабная постановка объединила более 300 артистов, в их числе Национальный театр танца Якутии имени Сергея Зверева Кыл-Ола. Якутяне представили свадебную традицию переодевания невесты с алгысом, хамусом и яркими танцами. Мы подготовили, наверное, такое невероятное путешествие для зрителей по свадебным традициям России. Мы с вами можем увидеть о том, какие традиции у всех разные, но насколько мы одинаковы в своих ценностях и как каждый из народов демонстрирует эти ценности. Надо отметить, что Якутия принимает впервые участие в этом фестивале. И для нас вдвойне ответственно было то, что мы открывали эту праздничную программу. Мы очень рады и горды представить нашу якутскую культуру на таком масштабном мероприятии. Кстати, о традициях и идентичности. Ни одно значимое событие в республике от побережья Ледовитого океана до Ленских столбов не обходится без государственного гимна. 2 президента, 5 комиссий и 12 лет поисков потребовалось, чтобы выбрать главную песню земли Олонхо. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Клянусь своей честью и достоинством. 1991 год. Михаил Николаев вступает в должность президента Якутии и, согласно Конституции, дает клятву служить на благо республики. Вместе с требованиями закона на первой инаугурации соблюли и традиции предков. Новоиспеченного Ильдархана в национальный костюм облачает народный писатель Сооруна Малон, а на фоне играет кульминация оперы «Нюргун Ботур». Через 4 года этот заключительный хор назовут гимном Якутии. Под звуки нового гимна на здании театра был водружен национальный флаг республики. И назовут, между прочим, неофициально. В 1995 году так называемую Айхал-Рыта рассмотрел, но так и не утвердил Ильтумен. К консенсусу депутаты не могли прийти больше 10 лет с самого образования республики. Возникает вопрос, почему? Я думаю, что, с одной стороны, наверное, не пришли к единому мнению те, которые пишут слова,
те, которые пишут музыку, и те, которые это принимают. То есть народные депутаты Республики Саха-Якутия. Почти год членам последней 5-й комиссии понадобился для того, чтобы из множества вариантов отобрать 2 претендентов – Айхал Рыта и Саргы Рыта. Ту самую, что с первых нот узнает каждый якутянин. При этом композиция, в конце концов ставшая гимном, вообще-то плод работы комиссии номер 4. И писалась она, что называется, под заказ, то есть впервые предстала на суд депутатов, минуя конкурсный отбор. Текст сложили прославленные и, к сожалению, уже ушедшие из жизни поэты Сава Тарасов и Михаил Тимофеев. А создать музыку доверили тогда молодому композитору Кириллу Герасимову. Я сразу, конечно, спросил, почему это заказ, почему не конкурс. Мне было сказано, что вам делается честь такая, заказа. Вот. Будьте добры приступить к работе. Что оставалось делать? Только работать и работать в сжатые сроки. На сочинительство, разучивание хором и запись дали всего месяц, чтобы успеть к сессии Ильтумена. Хорошо, что муза была благосклонна к творцам. Первый мотив ударил, когда я шел с колледжа домой, и где-то посередине дороги вдруг это 13. Когда это зазвучало, я за один присест его написал. Потом проверял, конечно, это все. Думал, боялся на завтра все это. Бывает, что сегодня прекрасно, там все хорошо. А завтра проснешься и посмотришь, какая гадость. И хотя родился гимн в 2000 году, законно символом государственности он стал только в 2004. Причем сама процедура избрания была весьма незаурядной. Как только мы подойдем на сессии к этому вопросу, мы должны садиться в автобус, и депутаты, и члены правительства едем в Большой театр наш, оркестр играет, и хор поет. Когда мы все это прослушали, приехали обратно и проголосовали большинством голосов Рюгей-Рета, то есть наш гимн Республики Саха-Якутия. Так подошли к концу 12 лет поисков. Правда, сами авторы надеются, что на этом история не окончена. Дело в том, что на записи гимн играют московские музыканты. В нулевые наш оркестр просто не был укомплектован. А правильно исполнить композицию, которая дышит якутскими мотивами, под силу, пожалуй, только виртуозам родом из Республики Саха. К тому же, когда, как не в год культуры, стоит обновлять главную песню Якутии. Ржана Гармаева, Илья Сыромятников, Станислав Потапов, Якутск. А пока о будущем, которое куется сегодня. В историческом парке «Россия. Моя история» торжественно закрыли 3-е международные интеллектуальные игры. С 24 июня по 14 июля Якутия приняла 564 школьника, включая 187 гостей из 16 стран от Китая до Мексики. Игры вышли за рамки обычных олимпиад. 10 команд под руководством тьюторов за 10 дней провели настоящие исследования. Собрали и запустили спутник. Занимались генетикой и археологией. К этому часу это все актуальные новости. Такой выделили эту неделю наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.